Рек там гони там, баба ордамунам, баба кера черенянь, баба пула пеленянь. Верда сюктала, сказка виштала. Рек там гони там, шибыль дорочлок там. Додним шибыльти, мяна споротис, кичкабабным панталы, слымщик пятно отцалы. Без конкурсов, значит, сегодня двигать как производство, так и торговлю как бы невозможно. И сегодня мне очень приятно, что здесь среди участников этого мероприятия, значит, присутствуют представители потребительского общества Кубинского района, практически активное участие принимают. Я, конечно, желаю всем успеха, удачи. Я думаю, выиграют от этого все, а победит сильнейший. Всего доброго вам. Так я шидиняня шид, ним дульовой гумнича, я ты нылка умнича. Ает городем у нас, стены чарки из башта, стучи тачи, ёк ты штан, басах зонка бэбэтан. Строки строк, басак нылая рынок, катлашин, черашин, мыля томан бэбашин. Том дети на озвунат, мена Томас отбабат, мене Том не Париж, да спать го чавалиш. Закажет, няня шит, ним дулевой губнича, дает ты нылка умнича. В 11 годині подачимо конкурсу за профмастерство на скерну и кондитер-повар и кинужавы вырым. И это нам я конкурс свой традиционный, и именно вот, чтобы мы чавны, хотели, что гудес профессия скадна эмощи буращи не якована, и кого не ходжу не развивает, вот, и кого все равно это керное мероприятие скадна хотсавана, уже еще интересует. Вот это мероприятие все имеют там. Коми-приморская кухня, 21 век. И, конечно, мы кидячим коми-перемяк, мы тогда коми-приморская кухня, и верно все, конечно, оценить это, а еще я раз вы, самое главное, чтобы все вы участвовали. А с какой начинкой? Различные из домашнего приготовления: черника, черная смородина, земляника и брусника. А почему выбрали такие начинки? Ну, это начинки, это как наши коми-пермяцкая кухня как бы идет. Коми-пермяцкие заготовки. На таком конкурсе я впервые. Ну, по роду своей деятельности приходится участвовать, как бы и оценивать, да, тоже, но именно здесь впервые.
В этом году проходит конкурс под девизом «Коми-пермяцкая кухня 21 века». То есть хотелось бы, чтобы те блюда, которые сегодня приготовили, их использовали в своей практике. В первую очередь, конечно, мы всегда смотрим глазами, поэтому подача, да, внешний вид, но, конечно же, вкусовые качества, да, без этого никуда. Ну и креативность. Креативность, то есть чтобы использовались обязательно наши продукты коми-пермяцкие, но это было подано как-то, ну, то есть современно. Хотелось бы пожелать, чтобы все-таки вот именно торжественная часть, она была более торжественна, и был подход, то есть придерживались все-таки темы. Если это коми-пермяцкая кухня, то и в сервировке стола, и в блюдах именно эта тема просматривалась. Зачитаем наименование нянь, брёшес и слойка. Місячем брьоша Вот миссия тогда еще мы, но они придется одну миссию, потому что еще первую, а они милый чем таун. Що думаєте, такому пермятки слин узанвелин, ми должен лони вот пекарня шіс. Пекарня шесть. Ну, Еще нянь обязательно кого. Начинки, всякие национальные начинки, у нас пирожок есть. И няня тоже начинка. Представляю блюдо парма и судака. какие ингредиенты нужны для этого омлета? Рыба, судак, специи. Подается с оформлением. Дают вот эти вот желтки и крокеты картофельные. Что вы еще готовите вместе с командой сегодня? У нас салат вроде нашли в лесу, бокал в перевернутом виде и суп пюре с грибами. Первый раз, получается, мы приехали, а если мы поедем в следующий раз, там уже будем получше. Это получается для нас сейчас как плов. Мы приготовили брioche, просто брioche с начинкой, и слоеного теста булочки, и 3 хлеба. Вот как по вашим ощущениям, все ли у вас получилось? Да, вроде да. Как оценила жюри вашу работу? Понравилось? Вы считаете, такие конкурсы нужны? Да, нужно. Я считаю, что нужно. Все равно учимся друг у друга. Мы каждый год принимаем там участие в конкурсах «Лучший повар года». Мы лежим в Биршаса, мы суп, ческит, шит, чакеши, керим салат, коктейль, шоку. Внутри называется? Называется чакерос. Чакерос. Керим десерт. Пожалуй, мочери. Мы ему заняли первое место. Позапрошлом году первое место. Ну, а та, вот думаете, так что места как бы что? Надеюсь, что тоже призовое место займет там.
Грибы сухие, маринованные, соленые. Солянка. Березовики, подосиновики, лисички, лук, морковь. Это слойки просто с яблочным вареньем и смородиного джема. Тесто какое? Дрожжевое тесто, да. Почему подъема нет? Вот там у вас хорошая и пористость, и все. А вот здесь? Знаете? А тесто-то здесь делали, да? Здесь, да, здесь. Уж не успела подняться. Оно не утвердило у вас, оно что не выброшенное. Мы не работаем со слоями теста, вообще не работаем. Отметили плюсом дополнительно балл солянку грибную команды Худинской, да. И вот второе блюдо рыбное команды Белоева. То есть там сочетание двух видов рыб, косички она сплетено, и действительно соблюдены все условия. То есть два гарнира, они вот там вот присутствовали. То есть вот как раз вот в этом блюде, в рыбном, оно вот это было. Что я могу сказать, что количество участников намного уменьшилось по сравнению с прошлыми годами, но тем не менее мы ждем от наших конкурсантов каких-то новых творческих идей, креативности, нового взгляда в оформлении своих блюд. На этом конкурсе я в 3-й раз в качестве члена жюри. Мы живем на территории Коми-Пермяцкого округа, поэтому мы не должны забывать про свои корни, про свои истоки. Наша кухня, она богата в плане кулинарных традиций. Она имеет своеобразный вкус, своеобразные блюда, и она полезна кухне, что в настоящее время немаловажно, потому что многие следят за здоровым питанием, а все продукты, ингредиенты, которые используются для приготовления блюд, они выращены, будем говорить, в экологически чистом регионе, поэтому обладают всеми этими свойствами. Ну а что связано с 21 веком, то это минимализм на тарелке, это использование каких-нибудь натуральных ингредиентов, таких как мох, еловые ветки, какие-то шишки, которые сейчас модно использовать в декорировании блюд. По регламенту они должны приготовить салат-коктейль. Это те овощи, которые произрастают. Что касается первого блюда, то это мясо, рыба, крупа, грибы. Второе блюдо по сегодняшним условиям это обязательно рыба. Ну и десерт это наши ягоды. Сегодня мы вам покажем селедочку под шубой, картофельные оладушки с сельдью и имбирем и закуски из рыжика с творожным сыром, семечки из теста. Вареную свеклу, вареную морковку и немного майонеза мы перебиваем блендером. Заполняем стопку примерно до половины. В центр мы кладем небольшой кусочек селедки. И сверху закрываем кусочком ржаного хлеба. Отправляем в холодильник на час, чтобы оно застыло, и получится вот такое вот блюдо. Его можно пробовать. Бабушка, баба, менам дона баба, тещана тяву, буржик лесникин, аж ты и косыник, но зато рамыник, босик чужим бана, сетерчин, аж ты и косыник, но зато рамыник, босик чужим бана, сетерчин. Бабушка, баба, пунчилема баба, виджитвіле тиште, зарніле торок, кужан ти хижачний, сказка звіщтачний, кертемі хиторчен, ешешок. Кужан ти хижачний, сказка звіщтачний,
студенческого общества в составе Шубина Георгия Алексеевны, Конюковой Надежды Васильевны. Мы коллективом сидели и выбирали, ну, как бы, то, что предложит, и все это скомплектовали, как бы, и остановились на одном, допустим, десерте, на одном первом блюде, на втором блюде, и вот это все приготовили, как бы, отработали один раз, у нас получилось все. Мы очень рады вообще. Мы сюда ехали за первым местом, и мы его добились. Юсваеш искусство школа Анзорама этномузыкальный проект. Челядис Велтона и Ижевскиш экспертиз Мария Ханукова и Ольга Ирисова. Нуотена мастер-классез. Музыканты мог лощетно вильшиез, дозоротно современная этническая культура чужанму и отерлан традиция щерди. Мы сейчас играем на этнической перкуссии, традиционном коми-пермяцком инструменте барабанке, барабан, русское название барабанка, на шершонках, на бубне, на рамочном барабане, на трещотках, на бубенцах, на разных, то есть на инструментах, которые называются перкуссия. И мы делаем ритмическую композицию для нашего совместного номера вот с вокалистами, которые сейчас тут работают. Сейчас вот на самом деле происходит удивительный момент, потому что у нас есть только текст. И мы только с текста, девочки сейчас у нас придумывают музыку, мелодию, а мы раскладываем этот текст ритмически. Если у человека есть внутреннее чувство ритма, он слышит ритмы, он слышит музыку, он слышит ноты. И вообще любой человек может научиться играть на любом инструменте. Просто у кого-то это будет быстрее, потому что есть врожденное чувство ритма, например. Согласованность голоса и нашего слышания, это называется сейчас слух и голос, есть или нет. На самом деле у каждого человека есть и слух, и голос, просто у кого-то более натренированный, у кого-то нет. Ваши ученики сегодняшние слышат? Слышат, все прекрасно слышат. Дети — это самые талантливые участники музыкального процесса. Давайте мы сейчас вместе сыграем така-така, таки-та, таки-та, таки-та. Каждый на своем инструменте, а мы с Максимом попробуем та-така-та, така-та-ки-та. Хорошо? Раз, два, три, говорим. Я учусь выбивать ритм. Получается, чтобы отбивать ритм, надо научиться управлять рукой. Ну, как сказать, чтобы пальцами и вот так вот делать. Покажи. Чему нас учат, это пригодится нам в жизни. Этническое творчество щерти школа ауджала как направление щерти – этномузыкальный и этнодизайн. Округиш искусства из школа изучать как по насовелетный компермяцкая культура, да аркметный виль творческий этнический продукт. Знать свои корни, знать свою музыку, знать свой фольклор – это вообще, мне кажется, задача всех образовательных учреждений, так как все-таки мы родились на коми-пермяцкой земле, и знать свою историю – это очень важно. А в нашей школе, почему у нас возник такой интерес, вообще я сама родилась тоже в коми-пермяцкой деревне, и
К сожалению, я поняла, что у нас в музыкальных школах практически вот на это не обращают внимания никакого. То есть у нас эта работа началась не сейчас, не в этом году. Она где-то началась еще лет 8 назад, когда мы поучаствовали в таком тоже, кстати, масштабном проекте, который назывался «Родная культура наследства». Это послужило стимулом, что у них возникло огромное желание заниматься этим. И что интересно, самое-то главное, что мне бы хотелось, чтобы именно компермятская музыка прозвучала на более профессиональном уровне, даже в исполнении детей. Потому что я знаю точно, что они это могут сделать. И вот этот проект, почему он еще интересен, что в этом проекте вот этот как бы компермятский фольклор, он прозвучит в новом формате. И последующие поколения, я думаю, что именно и для настоящего поколения, и для будущего поколения это будет очень интересно. И я думаю, что вот эта музыка, и вот то, что мы сейчас делаем за этот год, она будет востребована. Мастер-классы чулаласы юсвящ, кудымкарищ, да кочевающ искусство из школазен. Челядвилтасы компермятской фольклорной тексты, пондасоуджавн традиционной и нетрадиционные музыкальные инструменты и гижаса вили музыка.